Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». С вами Азат Самирханов. Сегодня у нас в гостях советник главы Республики Башкортостан по науке Руслан Казыханов. Руслан, приветствую. Добрый день. Буквально в конце прошлой недели состоялось заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое провел Владимир Путин. В нем принимал участие глава нашей республики, который, в числе прочего, поблагодарил президента нашей страны, да, за те моменты, которые и процессы, которые двигаются в нашей экономике. Но примечательно то, что республика поднялась с 16-го на 9-е место сразу в рейтинге инвестиционной привлекательности. За счет чего удалось таких результатов достичь буквально за год? Ну, действительно, это большое достижение для республики, потому что мы впервые с 2015 года, когда уже все регионы входят в этот рейтинг России, вошли в десятку, причем не замкнули ее, а все-таки заняли 9-е место, и, в принципе, потенциал роста там до первой пятерки-тройки в ближайшие 2-3 года у нас есть. За счет чего это происходит? То есть, если мы... И вообще, зачем нужен этот рейтинг оси? Потому что, в принципе, достаточно, можно посмотреть статистику, сравнить показатели какие-то экономические по регионам и сказать, вот здесь лучше климат, здесь хуже. В оси сделали другую методику, они взяли модель Всемирного банка, да, рейтинг Doing Business, так скажем, по зарубежным странам, по всем странам мира, добавили сюда опросы предпринимателей наших, российских, взяли оттуда показатели, получается, добавили опросы, чтобы понимать, ситуация коррелируется ли между показателями и реальным положением предпринимателей, их столкновением там, с коррупцией, с какими-то административными барьерами, с регистрацией тех или иных объектов, которые нужно сделать, земельных участков, электроэнергии, подключение к сетям инженерным и так далее. И, конечно, этот рейтинг отражает, поэтому и на него ориентируется президент, всю динамику процессов, связанных с поддержкой бизнеса в регионах. И то, что мы выбились с 16-го места, а до этого у нас было там и 23-е места, и в 2015 году 40-е место, ну, конечно, это большая работа. За счет чего? За счет того, что появились новые инструменты, в том числе в рамках поддержки, так скажем, вот, ситуации с ковидом в республике. Это порядка 15-20% консолидированного бюджета региона направляется на поддержку реального сектора экономики. То есть это живые предприниматели, деньги, живые деньги, да, для бизнесу на развитие, дает в виде да? отсрочек по налогам, в виде снижения тех или иных ставок по объектам налогообложения для предпринимателей. Плюс, конечно, это действующий проектный офис, который в республике уже работает там 2 с лишним года. Действительно инструмент, где каждый раз методично разбираются те или иные проблемы, связанные с ведением бизнеса в республике. Устранение административных барьеров, упрощение каких-то процедур. Потому что рейтинг состоит из 4 примерно таких групп показателей, где оценивается и регуляторная среда, то есть как быстро мы можем зарегистрировать предприятие, как быстро мы даем электроэнергию для каких-то производственных объектов, как быстро мы решаем вопрос с земельными участками. Также туда входит развитие тех или иных институтов. Понятное дело, что у нас там есть и единое окно для инвестора, корпорация развития, которая всегда входит в группу А, так скажем, среди субъектов. То есть это институт, который успешно работает. Плюс, конечно, то, что появилось, это вот эти тематические часы, которые уже были отмечены и Кириенко на одном из форумов, да, в начале года. И в муниципалитетах, и на уровне республики. То есть появилась многоуровневая модель оперативного решения проблем предпринимателей, в том числе и с предоставлением им государственной поддержки. То есть мы знаем публично, во-первых, этих людей, которые заявляют тот или иной проект, а не кулуарно, как это бывало там, может быть, раньше, да. То есть мы понимаем, что они приходят, презентуют проекты, доказывают, представляют бизнес-планы, показывают свои площадки, да, это инвест-часы, промышленные часы. Плюс, конечно, это, так скажем, опускание на уровень муниципальных районов, где появились свои инвестополномоченные в ранге там заместителей глав администрации муниципальных образований. Это тоже дает эффект, потому что ведь что можно, понятно, что экономические показатели, они, в принципе, складываются по всем регионам, исходя из того базиса, который есть, тех усилий, которые предпринимаются, и на них повлиять, очень, в краткосрочном периоде очень сложно. А вот именно на настроение предпринимателей как раз повлиять очень возможно, когда их начинают слышать, когда начинают предметно с ними разговаривать, они с кондачка решать эти вопросы. Конечно, это все чувствуется, и вот рейтинг за счет опросов этих предпринимателей, там порядка нескольких тысяч по всей стране опрашиваются. Тех, кто реально столкнулся с какими-то факторами, там, получения поддержки, не знаю, бюрократизации тех или иных процессов, то есть оси именно берет эти выборки и опрашивает эти компании, естественно, их мнение учитывается. И вот это решение о том, чтобы прийти вот в эту кровеносную систему, выстроить от уровня муниципалитетов до республики, конечно, оно позволило и изменить мироощущение самих предпринимателей, быстрее решать какие-то вопросы, быстрее запускать бизнес, осуществлять инвестиции. Поэтому, конечно, это тоже дало существенный эффект в позициях республики в этом рейтинге. Я так понимаю, не только тех предпринимателей, которые уже работают внутри Республики Башкортостан, да, или только хотят развить свое дело, но и
и потенциальных инвесторов извне это привлекает. То есть та же самая выстроенная прозрачная, понятная система, да, которая позволит, ну, скажем, определить, скажем так, всю стратегию, да, инвестирования в нашу республику. Ну, конечно, все равно же все мы понимаем, что вот как мы выбираем место, куда поехать отдохнуть. Мы смотрим рейтинги, смотрим отели, смотрим разного рода сайты. Здесь то же самое в мире бизнеса, примерно те же самые инструменты. Они смотрят, как внешне выглядит республика, в каких странах они, значит, правительство, например, проводит мероприятия, какие рейтинги занимает республика в тех или иных там табелях о рангах, да, так скажем, предпринимательском рейтинге, в рейтинге развития там муниципальных образований, сельского хозяйства, промышленности. И, конечно, получение высоких позиций, в первую очередь, работает на нас самих, да, то есть через год, два, три мы получим дополнительный объем инвестиций, дополнительный объем узнаваемости от разного рода предпринимательских структур, в том числе зарубежных, потому что они подумают, а вот Башкирия же ходит в девятку, да, там, а может быть там и в пятерку войдет, почему бы нам там не открыть бизнес? То есть это же все очевидно, это есть прямая взаимосвязь между этим, что какую позицию мы занимаем, то есть как выстроен диалог с бизнесом в республике, ну и от этого появляются отклики, понимаете, то есть человек, по крайней мере, захочет, может быть, посетить республику, чтобы подумать об открытии того или иного бизнеса, потому что, ну, с точки зрения географической, там, логистической, транспортной, человеческими ресурсами обеспечены. То есть в республике есть еще потенциал привлечения инвестиций там, до 500, до 600 миллиардов рублей, наверное. Но инвестиции – это, соответственно, рабочие места, налоги, уровень жизни, экономики. Ну, конечно, это другая экономика, другое качество жизни людей в первую очередь. Мы же все понимаем, одно дело средняя там зарплата 30-40 тысяч рублей, другое дело, если она вырастет там в 1,5-2 раза, конечно, это другое качество жизни людей, планирование там и развитие семьи, там и карьеры и всего остального, конечно, это очень все взаимосвязано. Вы советник главы республики по науке. Не могу не спросить, какую роль наука играет в развитии нашей экономики, да, потому что на том же совещании у Владимира Путина Ради Фаритович говорил об одном из инструментов, одним из механизмов, драйверов нашей экономики – это создание Евразийского научного центра Республики Башкортостан. Ну, действительно, это было очень так амбициозно со стороны главы республики вот, на совещании, посвященном экономическим вопросам, обсудить тему развития научно-образовательной кооперации, так скажем, да, с реальным сектором экономики, по тему научно-образовательного центра, который в республике с 2019 года создан, функционирует. Но я и понимаю, почему. Потому что мы вот заняли 9-е место, да, и нам нужно расти дальше в следующем году, там, через 2-3 года, то есть занять место там, в тройке, в пятерке лидеров среди субъектов Российской Федерации. Нужны инструменты, то есть только стандартными какими-то схемами, там, да, уже мы ведь должны понимать, и с точки зрения упрощения процедур тех или иных, республика сделает все, что может, потому что есть еще и федеральная часть, да, там регистрирует предприятия ФНС, там объем государственной поддержки регулируется Минэкономразвития России, потому что они дают субъектам на условиях софинансирования федеральные деньги. И поэтому здесь нужны другие источники. И как раз вот обращение внимания на сектор науки и образования, потому что сегодня в развитых странах мира университет – это тоже центр притяжения инвестиций, кадров и всего остального. Вот было исследование 2017 года Высшей школы экономики, в котором они оценили вклад университетов в развитие, социально-экономическое развитие регионов. И у нас пока что вот республика находится в группе там умеренного такого развития, то есть не драйвера регионального развития, как Татарстан, Самара. Это понятно почему, потому что у нас нет вузов, имеющих определенный федеральный статус. Да? Это статус там, Национального исследовательского университета или там, федерального университета. И поэтому вот вся эта тема СНОЦ, она и завязана на то, чтобы поднять статус университетов с одной стороны, с другой стороны мы должны, значит, сделать так, чтобы вот эти все крупные компании, которые идут в одной связке с республикой в рамках НОЦ, Газпром, там, Газпром Тихим-Салават, Башнефть, структуры Роснефти, в том числе проектировочные, инжиниринговые структуры в республике, находящиеся, Интеррау и так далее, чтобы мы прирастили возможности университетов в создании наукоемкой инновационной продукции. Потому что, я знаю, какие-то соглашения вот как раз с крупными корпорациями, да, которые работают у нас на рынке республики, сырьевыми в первую очередь, да, они уже заключены. Конечно. К нам в НОЦ вошли вот эти вышеозвученные компании. Вот через там, неделю-две мы планируем подписать соглашение с Ростехом, да, самой госкорпорацией Ростех, чтобы тоже развивать тему инноваций, инновационно-научно-технологического центра в республике. Ведь университет сегодня вообще становится центром
привлечения инвестиций. Почему? Потому что это особая среда, это понятно, что миграционные процессы, потому что мы хотим стать регионом-магнитом для соседей наших. Мы тоже это понимаем, что без вложений в университеты, в развитие их и статусов, и международной какой-то истории, там, экспорта, образования, всех этих вещей, мы не сможем сделать конкурентоспособную сферу подготовки кадров в республике в том числе. А от этого зависит и инвестиционная составляющая, потому что в том же рейтинге учитывается объем квалифицированных сотрудников, которые находятся в этом регионе на рынке труда, то есть экономически активное население. И здесь, конечно, без вот этой связки мы сделать ничего не сможем. Да плюс вклад тоже ведь его можно посчитать. На уровне, сегодня это там вклад в РП исследований и разработок небольшой, на уровне там 1,5%, может быть, да, то есть мы должны увеличить хотя бы до 3-4%, потому что это совершенно другая экономика, это другое качество экономики, когда развивается сектор исследований. Плюс мы понимаем, что университет ведь тоже, если получение, например, определенных статусов, дает тоже объем, и увеличивается и стоимость обучения в этих университетах, увеличивается контингент студентов, то есть это не там 15-20 тысяч, это может быть 2 раза выше количество студентов, которые будут в нем обучаться. Мы это видим по нашим соседям, которые имеют эти статусы, там Самарская область, Татарстан, Пермский край. Это все очевидно, то есть растет прямой вклад экономический университетов в развитие экономики, не говоря уже о косвенных эффектах. Сегодня, помимо Академии наук, этот центр объединяет все ведущие вузы республики, так? Ну, конечно, да, это все наши 6 университетов, классические, авиационный, нефтяной технический университеты, аграрный, медицинский. Также это институты УФИТ, стран 13 институтов, которые входят в это образование Федерального исследовательского центра Российской академии наук. Плюс это малые предприятия, порядка там сотни предприятий, и крупный бизнес, 20 компаний, которые вот уже готовы работать вместе. А где это будет все сосредоточено? А в том-то и дело, что плюс вот такого образования, что это не конкретно юридическое лицо с конкретным размещением где-то, да, это такое сетевое консорциумное взаимодействие участников, то есть есть какой-то проект, какое-то решение, кооперируются представители предприятий, науки, значит, образования, да, то есть, условно говоря, и начинает работать этот маховик, там двигатель, да, его можно условно в виде такого двигателя внутреннего сгорания представить, да, когда начинают готовить, например, специалистов для новых направлений подготовки, которых нет в республике, нужны таким. Вот элементарный пример, у нас очень много медицинского оборудования последние годы было поставлено в учреждения здравоохранения республики. Работать некому. И должны их обслуживать технические специалисты, нужно понимать, как это делать, а специалисты таких не готовят, потому что медицинский вуз готовит кадры чисто для лечения, так скажем, да, врачей, а технические вузы не понимают, потому что у них нет доступа в медицинские учреждения, чтобы, например, подготовить технического специалиста. То есть вот на стыке таких каких-то профессий, да, специальностей мы можем как раз и готовить новых специалистов, плюс, конечно, это новые направления подготовки, которые нужны сегодня. Это и умная одежда, там, это и технологии, связанные с медицинской сферой и дополненной реальностью, потому что понимаем, что нужна сегодня роботическая хирургия, неинвазивное вот это вмешательство и многие-многие другие вещи, которыми там не хотелось бы грузить телезрителей, потому что они сугубо такого профессионального аспекта. У нас завершается наша программа. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю нашим телезрителям, что это программа «Интервью». Сегодня у нас в гостях был советник главы Республики Башкортостан по науке Руслан Казаханов.